Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. И сегодня я поделюсь с вами самыми интересными событиями, касающимися традиций и быта Якутии. Давайте приступим. У нас сегодня с вами есть потрясающая возможность провести один день с бригадиром конезавода Берте Хангалахского района. Давайте же скорее посмотрим его нелегкий труд и радостные моменты такого нелегкого труда. Раннее утро, село Улаханан, Хангаласский улус. К административному зданию передового предприятия села конезавода Берте подъезжает Виктор Ефремов. Он бригадир по коневодству, проще говоря, главный среди коневодов-табунщиков. Перед тем, как приступить к своим обязанностям, Виктор, как обычно, заходит в кабинет директора конезавода Александра Павлова. Разговор идет о текущих делах предприятия. Выжеребка кобыл, подготовка к перегону лошадей с острова на таежные участки, кормовая база, обеспечение продуктами табунщиков на конебазах и так далее. Этими и другими вопросами занимается Виктор Ефремов. Бригадиром по коневодству он работает с 2013 года. До этого 2 года был рядовым табунщиком. Сам окончил Якутскую государственную сельскохозяйственную академию по профессии зоотехник, по профилю коневодства. Вот работаю с 2011 года, сам окончил в 2009 году академию. И с 2011 года вот работаю в одном хозяйстве в конезаводе Берте. Вы сами с Улаханана? Да, я местный. Я отвечаю это как бригадир. Ну, обеспечение, как сказать, в хозяйственной части. Что им надо? Ну, например, продукты питания, разные инвентари, дрова, соляра, бензин, горючая смесь. После небольшой летучки с директором Виктор отправляется по своим объектам – конебазам. Их в конезаводе Берте насчитывается 7. Основной считается конебаза Сыгы, которая находится на острове Тайонары напротив села Улаханан. На этом острове пережидают зиму более 500 голов лошадей приленской породы. Сейчас самое это идет выжеребка кобыл. Коневод должен обязательно каждый день кормить своих лошадей, и это будет. И это почти круглые сутки надо следить. Всего в предприятии трудятся 15 коневодов-табунщиков, из них 3 на договорной основе – сезонники. Зарплата у коневодов невысокая, но по сельским меркам приемлемая. Зарплаты мы им добавили. До этого было 300 тысяч, было табунщиков, сейчас до 35 тысяч вот, зарплата будет. Как уже упоминалось ранее, у коневодов сейчас ответственная пора – выжеребка кобыл. Виктор Ефремов рассказал об особенностях рождения жеребят. Оказывается, кобылицы в основном рожают ночью и очень часто именно в пасмурную погоду. Ну вот сейчас погода такая же, осадки всякие. И ровно в такую погоду выжеребка идет. Выжеребка кобыл. Сегодня ночью, где-то час ночи, родились 3. Выжеребка была. Вот 2 мальчика и 1 девочка, кобылица, и 2 жеребчика. Лошади все племенные. Ну вот так. Ну сейчас просто вот так оглядываем. Здоровье у них нормально. В суете будничных дней работники конезавода успевают следить и за мировой повесткой. В курсе антироссийских санкций и морально готовы к предстоящей сенокосной кампании, которая нынче может стать более затратной. Ну сейчас, прямо сказать, не чувствуем. Ну вот, когда на сенокос пойдем, там соляры купим, сельхоз, технику купим, разные запчасти купим. Ну там посмотрим, как будет.
К сложностям конезаводу Бертон не привыкать. В начале 2021 года в гараже предприятия случился пожар. Огнем уничтожило 12 единиц техники. Обошлось без жертв. Потрясение было сильное. Но с помощью правительства республики, дружественных сельхозкомпаний, простых жителей не только Улуса, но и республики, предприятию удалось восстановиться в течение года. И сейчас, по словам работников, санкции не такая страшная напасть, как прошлогодний пожар. У наших работников дух боевой, короче, прямо сказать. Они это народ трудолюбивый, и они так себя не позволят, как лежать. Сатан охтан берег трогать. А в честь открытия нового сезона охоты в Сунтарском районе провели соревнования на лучшего охотника. В конкурсе приняло участие 9 опытных охотников. Для участников были организованы различные сложные препятствия на меткость, оперативность, реакцию и физическую подготовку. Мероприятие всем очень понравилось. Опытные охотники показали отличные результаты, чем восхитили молодых охотников. Мероприятия очень хороши, бодрят и вдохновляют население. Потом люди, друг на друга посмотрев, увидев, обучаясь, все больше и больше будут участвовать. Такие соревнования надо организовывать, потому что, как говорится, человек, отдалившийся от природы, не чувствует себя полностью счастливым. За первое место сертификат на 15 тысяч рублей, за второе место 10 тысяч и за третье 5 тысяч рублей. Ну и поздравляю с открытием сезона охоты. Для детей, попавших в трудную сложную ситуацию, в Верхневилюйском районе работает объединение «Опора». Там педагог практикует очень интересную такую технику – песочную анимацию. Наша коллега увидела, как это работает. Для песочной анимации сделаны специальные планшеты размером 50 на 70 с подсветкой и матовым стеклом. Для работы Мария Лукинова заранее сама заготавливает местный песок. Просеиваю через сито, промываю несколько раз и стерилизую. Также в работе с детьми использую цветной песок, его я крашу акриловыми красками. Относительно планов на будущее, в планах организовать мобильную студию песочной анимации, и в этих целях мы подготовили проект на получение гранта главы республики. Пока результаты неизвестны, но мы надеемся на положительный результат. На сегодняшнее занятие пришли 4 мальчиков, воспитывающихся в детском доме. Они только год как приехали в Верхневилюйск из Мегино-Кангаласского и Горного Улусов. Видно, что ребятам интересен этот вид художества. Ученик в школе номер 1 имени Сидора Барахова, поэтому я выбрал его портрет. Это был мой первый в жизни рисунок песком. Я очень горжусь, что учусь в школе имени Сидора Барахова. Немного сложновато было делать детали лица. Мы, когда делаем, используем распечатанные фотографии. Для показа своей работы на планшете Мария использует камеру, проектор и интерактивную доску. Сначала нам надо подготовить фон. Для этого мы берем в кулак песок, равномерными движениями насыпаем песок. Делаем клювик, ногтем и параллельно шее делаем крыло. Так. И сразу 3 пальцами делаем оперение. Песочная анимация – это не только картины и портреты. Например, дети делают мультики, а увлекающийся программированием Вова работает с монтажом. Объединение «Опора» работает не только в самом Верхневилюйске, но и выезжает в близлежащие наслега. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Верхневилюйск.
А вот в Нюрнбергском передвижном драмтеатре покажут спектакль, посвященный общественному и политическому деятелю Степану Васильеву. Пьеса написана племянником, ветераном госслужбы Эдуардом Даниловым. Произведение основано на исторических фактах. Все документы взяты из архива. А над самой пьесой трудились местный писатель Николай Семенов и заведующая литературной частью театра Мария Семенова. Зрителям покажут ожившую картину того времени. Есть моменты детства, студенчества. Прекрасно показана жизненная сторона. Любовь Степана Васильева. Кроме всего этого, режиссер Алгыс Макаров полностью раскрыл непоколебимый характер и крепкий дух главного героя. Было очень много работы, было сложно, тяжело, потому что это исторический факт, это биографическое, да, это все было уже по-настоящему, все вот было. Я думаю, вот с этой задачей мы справились. Мы максимально, ничего не меняя, там, как все было, начиная с его детства и заканчивая, вот, где вот он попал в тюрьму, да, в лагерь. Там все полностью мы подробно рассказали. Ну и на этом наш выпуск подошел к концу. Встретимся завтра в это же время в эфире телеканала Якутия-24. Всем отличного дня!